такие возможности, которых просто раньше не было, потому что ничем другим это сделать было совершенно невозможно. А это совсем новые вещи. Мы научились выращивать алюминий, этого вообще никто в мире ДМД не умеет выращивать. Эти и другие феноменальные возможности открыло развитие аддитивных технологий. Это своего рода сплав станкостроения и цифровых 3D-технологий. Такое выращивание деталей происходит намного быстрее и экономичнее, чем при традиционных способах – литье, штамповке и механической обработке. Эта деталь в старом исполнении изготавливалась 8 месяцев и стоила 2 миллиона рублей. Теперь она делается 1,5 месяца и стоит 500 тысяч рублей. Благодаря такой себестоимости вложения в оборудование себя окупают. Сейчас в России производство этих станков налажено в Москве и Санкт-Петербурге. 1,5 года назад нам пришлось очень серьезно заняться импортозамещением компонентов, но вот мы сейчас сделали так, что все критические компоненты у нас отечественные, собственного производства. Мы не подвержены опасности, что кто-то где-то краник перекроет. В Татарстане аддитивные технологии уже применяют в КАИ, КФУ и ряде промпредприятий. Рустам Минниханов поручил создать в республике специальные центры. Это должно дать существенный импульс для развития. Очень серьезно надо осмыслить все эти возможности. Интересная динамика, куда и мир движется. Мы договорились еще в части создания центра на базе наших университетов КАИ и КФУ по аддитивным технологиям. Я думаю, что связки с нашими товаропроизводителями нам надо активно работать со всеми нашими партнерами. Таким образом, можно вырастить сложные и крупные предметы. Например, за рубежом с помощью аддитивных технологий сделали 30-метровую ракету, которую уже запустили в космос. Поэтому в аддитивных технологиях есть колоссальный прогресс, и самое время сейчас вот Татарстану эту волну подхватить, чтобы не оказаться там в хвосте технологического прогресса. Вот такой задачей перед нами ставит Раис Республики. В этом году Татарстан станет площадкой большого диалога, посвященного аддитивным технологиям. В ноябре в Казани впервые пройдет всероссийский форум. Дмитрий Айрин, Винсан Саитова, ТНВ, Казань.